Если кардиограмму с описанием, надо идти сюда. Вот в эту поликлинику. В одну поликлинику. А чтобы попасть К терапевту, в ту, к себе. Практически на всю неделю уже заняты места. Тоже с этим живой очередь, то есть не разрешают по живой очереди, например, приходить без записи врачи. По записи очень долго ждать. Если тебе нужно к терапевту записаться, то это тебя примут только на следующей неделе. Нехватка, наверное, персонала – это главная проблема. Вопросы здравоохранения, волнующие казанцев, обсуждают сегодня медики. Доступность и качество оказываемых услуг – приоритетные задачи, которые стоят перед медициной. Они обозначены и в национальном проекте «Демография». В рамках реализации программы модернизации первичной сети в 2017-2018 годах был проведен капитальный ремонт с переоснащением на 68 объектах первичного звена здравоохранения. После проведенной модернизации ресурсной базы первичного звена настало время совершенствования внутренних процессов. Но тут проблема – нехватка кадров. Хотя в Казани укомплектованность растет, пока она все равно 83%. В Челнах проблема острее. Здесь цифра всего 58%. В Альметьевске хоть сегодня готовы принять на работу 80 врачей. Не хватает гематологов, офтальмологов. Сейчас они появились в данный момент, но не было. Мы приходилось ездить в Казань с ребенком. Одна из задач здравоохранения республики – уделить внимание детской медицине. Так только в Казани в ближайшие годы появится 5 больниц для маленьких пациентов. Одна из них будет находиться здесь, на улице Мусина. И планируется, что вместо этих деревьев построят детский медицинский комплекс. По словам специалистов, за 10 лет на 40% возросло количество заболеваний среди школьников и все больше хронических. Среди взрослого населения такие заболевания все чаще выявляют во время диспансеризации. За прошлый год медобследования прошли больше 180 тысяч человек. Процент возрастного населения, то есть старше 60 лет, он с каждым годом растет. Если в советские годы это было 13%, то сейчас почти 25%. Поэтому мы планируем развивать также и направление гериатрической помощи. Одна из приоритетных задач – увеличение рождаемости. Несмотря на то, что в последние годы рождаемость падает, все же не так ощутимо, как раньше. Сейчас в Казани она выше, чем в среднем в городах-миллионниках. Вероника Ганудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.